Это программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Дальневосточном университете на протяжении многих лет готовят специалистов с высшим и средним техническим образованием по программе целевого обучения для акционерной компании «Железные дороги Якутии». Каким образом поступить в вуз, об этом мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Андрей Стецюк, директор Института тяги и подвижного состава Дальневосточного государственного университета путей сообщения города Хабаровск. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, расскажите, пожалуйста, вообще о вашем университете и вот какие профессии можно получить в вашем вузе. Наш университет осуществляет подготовку с 1937 года по высшему образованию. В настоящий момент осуществляется подготовка более чем по 100 направлениям подготовки специалистов, бакалавров и магистров. И готовим выпускников для всех отраслей народного хозяйства и промышленности. Это и железнодорожный транспорт, строительная сфера, IT-технология, электроэнергетика, экономика, социально-гуманитарные направления, ну и так далее. Более 100 направлений. А что вы можете сказать о вашем главном партнере в республике, акционерной компании «Железные дороги Якутии»? Как они взаимодействуют с вашим вузом и студентами? С акционерной компанией «Железные дороги Якутии» у нас длительные плодотворные отношения. Сотрудничаем мы с 1993 года. Ежегодно акционерная компания направляет к нам целевиков. И мало того, на протяжении всего срока обучения контролирует их, приезжает, узнает, как они учатся. То есть не в свободном плавании, а сплошной контроль. Отбирают будущих студентов как-то или нет? Да, они здесь проводят профориентационную работу, набирают целевиков совместно с нами и присылают их нам для обучения. Наверное, кто-то уже потом в дальнейшем выбирает профессию, да? Конечно. Вы приехали для участия в ярмарке «Профориентация-25», которая стартовала вчера. Как строится приемная кампания и с помощью чего привлекаете будущих студентов? Университет ведет очень активную профориентационную деятельность на протяжении всего учебного года. Мы активно сотрудничаем с школами, среднепрофессиональными образовательными учреждениями, принимаем участие в различных профориентационных мероприятиях, проводимых в различных регионах Российской Федерации, в том числе и в Республике Саха-Якутия. А впервые или нет? Нет, ежегодно приезжаем. Я уже приезжаю, наверное, 4-й год. А какие направления целевой подготовки для республики реализуются в вашем вузе и в чем уникальность образования, собственно, в вашем университете? Мы осуществляем целевую подготовку по 4 железнодорожным специальностям. Это подвижной состав железных дорог, эксплуатация железных дорог, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и система обеспечения движения поездов – это автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. И по среднепрофессиональному образованию тоже 2 направления, куда акционерная компания «Железные дороги Якутии» присылает своих целевиков. Это энергоснабжение и автоматика, телемеханика на железнодорожном транспорте. В основном железнодорожные направления. А на ярмарке много ли желающих было узнать много. по этим? Да? Много. Что говорят студенты, что спрашивают, Многие в чем интересуются? Спрашивают про условия обучения, какие специальности, как заключить целевой договор, что акционерная компания предоставляет для целевиков дополнительно и так далее. Приходится отвечать, что да, акционерная компания, во-первых, это пролет в город Хабаровск за счет акционерной компании, это проживание в общежитиях, и целый ряд других таких социальных стипендий для успевающих целевиков. И так далее. Для того, чтобы как раз-таки рассказать студентам, как можно поступить, по каким предметам нужно результаты ЕГЭ и как подать документы? Школьники к нам поступают на высшее образование по результатам ЕГЭ. По всем техническим направлениям школьники обязательно должны сдавать русский язык, это обязательный экзамен, математику профильную и 1 экзамен на выбор из 3. Это физика, химия или информатика.
То есть вне зависимости от направления профессии, да? На технические направления. На другие направления, связанные, например, с социально-гуманитарные, экономические, там другие экзамены сдаются. Обществознание, история, иногда география. Но вот по целевым местам, куда акционерная компания присылает своих выпускников, вот именно те экзамены, которые я назвал. Русский, математика профильная, физика, химия или информатика. Хабаровский техникум железнодорожного транспорта – это вот филиал Дальневосточного университета, да? Вот как можно туда поступить? Это структурное подразделение, да, нашего университета, находится в городе Хабаровске. В основном поступают выпускники как после 9 или 10 класса без вступительных экзаменов, конкурс на основании среднего балла аттестата. Ага, а вот что насчет выпускников колледжей и техникумов? Вот можно ли поступить? Можно. Они даже имеют некоторые преимущества, так как после получения среднего профессионального образования они имеют право поступать и на высшее образование по результатам наших внутренних испытаний. Соответственно, сдают 3 экзамена. Это русский язык, это информационные технологии и безопасность жизнедеятельности. Это вот тоже вне зависимости от направления или… Да, ну в основном вот на технические. Я пока говорю про технические направления. А вот что насчет конкурса? Все очно проходят или это в онлайн-режиме можно пройти, если вот с Якутска студенты будут подавать? Ну, во-первых, документы можно подать несколькими способами. Да, самый такой гарантированный и легкий – приехать к нам в Хабаровск в приемную комиссию. Второй способ – через портал госуслуги. То есть… Третий – можно отправить документы по почте или подать через личный кабинет на сайте нашего университета. Но вот наиболее 2 таких самых распространенных – это лично и через портал госуслуги. И экзамены тоже можно сдать дистанционно. Онлайн, Да. получается. А там уже по расписанию определенные… Конечно. Как мы только получаем документы, мы назначаем даты сдачи экзаменов для выпускников среднего профессионального образования, и они дистанционно сдают экзамены. А можно ли обратиться в саму компанию железной дороги Якутии, что вот попасть в целевое обучение? Можно. В железной дороге Якутии затем подаются документы на портал «Работа в России», но вот этот механизм весь проговаривает акционерная компания железной дороги. Конечно, можно обратиться, и они подскажут все шаги, как правильно сделать, чтобы поступить на целевое обучение к нам. А вообще, какие бытовые условия будут созданы для иногородных первокурсников? Ну, у нас в шаговой доступности от учебных корпусов есть общежитие. Все ребята, поступающие на бюджетные места, в первую очередь получают гарантированно, иногородние студенты получают общежитие. Те, кто поступает на внебюджет, уже немножко по остаточному принципу. Да. Ну, как правило, все заявки мы удовлетворяем. У нас 6 общежитий, действующих в Хабаровске и в техникуме, и на высшем образовании. Общежития студенческие, есть общежития повышенной комфортности. А что насчет корпусов? Вот какие корпуса там? Учебные? Можно, да, поподробнее можно рассказать. Вообще у нас университет головной – это в городе Хабаровске. По высшему образованию находится по адресу Стерышева, 47. Главный корпус, лабораторный корпус с 2 9-этажными башнями, второй учебный корпус, учебные мастерские. Всего обучается порядка 20 тысяч студентов. И у нас в университете функционирует 4 филиала. Первый филиал недалеко от вас в городе Тында, второй в Свободном, город Уссурийск и Южно-Сахалинск. То есть почти весь Дальний Восток мы охватываем. В любом случае… В 3-часовых поясах находимся. Да, в любом случае поступить можно. А какие вот инструменты используются для вот мотивации студентов? И если вот, может быть, повышенные или именные стипендии? Замотивировать как-то У студентов? нас довольно-таки много повышенных стипендий, начиная от стипендий президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, это внешние
стипендия генерального директора акционерной компании «Российские железные дороги», стипендия начальников Забайкальской и дальневосточных железных дорог, именные стипендии имени Мельникова, имени нашего выдающегося выпускника Геннадия Матвеевича Фадеева, и плюс очень много стипендий внутри университетских. Это и стипендии ученого совета университета, имени Виктора Григорьевича Григоренко, повышенные стипендии для самых выдающихся студентов. Студентам есть куда стремиться, и иногда самые такие передовые студенты получают довольно-таки внушительные стипендии до 20-30 тысяч. Если не секрет, до 30 тысяч могут получить. Да. Главная мотивация, главное активное участие, наверное, да? Конечно. В студенческой Это жизни. активная учеба, это занятие наукой, творчеством, спортом. Все возможности для наших студентов имеются. Выпускников транспортного техникума вот в Нижнем Бестяхе и работающих в железной дороге Якутии интересует заочное обучение. Есть такая возможность ли? Есть. У нас есть отдельное учебно-структурное подразделение, которое называется Институт интегрированных форм обучения, которое осуществляет подготовку студентов-заочников. Практически по всем направлениям подготовки есть заочное обучение, кроме строительства и юриспруденции. Запрещено правительством заочное обучение. По всем остальным есть. Ребята также поступают, если после школы на заочное, по результатам ЕГЭ, после техникума по внутренним испытаниям нашего вуза. Соответственно, для них проводятся установочные сессии, самостоятельно они осваивают материал, потом приезжают на экзаменационную сессию, сдают экзамены. Это вот очное и заочное? Заочное. Это заочное. Только заочное. Заочное. Ну и почему Дальневосточный университет это престижно? Вот почему надо выбрать вот ваш вуз? Можно? Ну, я могу долго хвалить свой университет. Дальневосточный государственный университет путей сообщения в настоящее время – это университет, который сохраняет многолетние традиции, накопленные за время своего существования, и постоянно развивается, постоянно идет вперед. Мы являемся участниками таких правительственных программ, как профессионалитет для среднего профессионального образования, приоритет 2030 в области высшего образования, что позволяет нам совершенствовать и материальную базу, лабораторную базу для учебного процесса. У нас развивается очень много совместных международных программ с Китайской Народной Республикой. Мы активно развиваем сетевое обучение. У нас некоторые дисциплины ведут преподаватели из ведущих вузов западной части нашей страны, из Москвы, Белгорода, Самары. Постоянно развиваемся, стремимся к 2030 году стать Дальневосточным университетом транспорта. Спасибо, Андрей Евгеньевич, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Надеюсь, очень много студентов выберут правильное решение для того, чтобы Мы выбрать... ждем всех, мы готовы всех принять на обучение и с радостью ждем абитуриентов к нам в университет. Ну, а я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.